третий раз живописный Кореис стал местом встречи односельчан, которая объединила уроженцев и потомков сразу 3 южнобережных сел – Кореиза, Мисхора и Гаспры. Эта традиция, зародившаяся после возвращения крымских татар на свою историческую родину, с каждым годом становится все крепче, позволяя новым поколениям прикоснуться к своим корням. На встрече звучали воспоминания и рассказы, основанные на документах и семейных преданиях. Работа в архиве, она сразу дала результаты. Я напал на фонд лишенных избирательных прав. Это конец 20-х годов, начало 30-х годов по Ялтинскому региону. И конкретно по этим 3 деревням лишали избирательного права, а дальнейшее развитие событий приводило к их раскулачиванию. И даже очень неожиданные получились результаты, потому что это были успешные люди. Они были зажиточные. И вот житель деревни Мисхор Ашир Чилеев выходит в 1914 году в Лондоне и в Париже, завоевывает гран-при, повез туда табак Дюбек, который здесь был выращен на этих полях. И вот Ашира Чилеева я нашел. Ибраим Усинов в Симферополе живет, правнук. И он очень много интересного рассказал. Раскулаченный в Казахстан был выслан. Здесь 3-этажный дом в Мисхоре, 15 комнат. И это дом был построен где-то в 1903 году. На каждом этаже был санузел. И у человека это забирали, он лишался, а самого выселяли, был раскулачен. Ну и такая работа продолжается. Еще есть уже около 10 человек, которые я собрал документы. Осталось теперь только найти родственников, и я их найду. На встрече были установлены стенды с уникальными фотографиями из семейных архивов. На одних снимках лица тех, кто родился и жил в этих селах до 1944 года. На других – здания и улицы, построенные и обустроенные до депортации. Старинные дома, минареты, лавки, которые и сегодня формируют исторический облик курортных поселков. Можно посмотреть, это семьи наших гостей. Это их предки, которые когда-то проживали в Гаспре, Хуриизе, Мисхоре. И они публикуют не только свои семейные фотографии, но и свои дома. Вот этот дом, он до сих пор стоит в Гаспре, по Нижней улице, она раньше называлась Пошта-Йолу. Это фотография, сделанная в 90-е годы. Здесь располагалась когда-то корейско-мисхорская татарская школа. На этой фотографии изображена семья моего Харбабы, Адиля Харбабы. И с помощью не только семейных фотографий, но и с помощью вот таких вот панорамных фотографий мы можем изучать нашу историю. Вот если вы обратите внимание, есть фотографии конца 19 века, даже не конец, это после Крымской войны. Обратите внимание на тип постройки. Это старый тип постройки. Сейчас вы такие дома на Южном берегу не встретите, сохранившиеся. Уже к началу 20 века дома стали приобретать вот такой вид. Они стали каменными, двухэтажными, более такими прочными. Каждый приезд сюда для этих людей – особое событие, наполненное трепетом и волнением. У меня родился бабашка здесь в 1914 году. До войны он работал, возил именитых очень артистов. Работал в санатории «Актер». Его мобилизовали. До Керчи он добрался. Там уже немцы. Его ранили в ногу, и он 12 суток добирался пешком до Гаспры. Да, doğdum мен бабам, Асан, Гаспрада. Я 2-й раз здесь, между прочим. Очень приятно встречаться с односельчанами, видеть всех. Конечно, надо было, может, пораньше это как-то делать, чтобы многих знать. Вот знаю, всех не знаю, знаете. Вот очень приятно, конечно, эти встречи. Сага у нас за эти встречи. И это объединяет нас. Будем теперь еще детей надо привозить, чтобы наши дети тоже это видели. Гаспра койынде анам doğuldu. Харбабаларым, хартаналарым. Харбабам Тоқтаров Мустафа. Харбабаларым, анам, жүрген жоллар, анам эр вақыт тариф ети, Лашкино гнездо. Бұл дағылардың үстіне пек ғұрурланайым. Мен көзімнің янына не кетірем. Ол заманлар анам яш қысшық, чапқалай. Көңілім мұнда.
herkese her türlü tesir ettiğidir bekim. No men abında kesem, bu koya kesem. Men özümü baduşulunu, men просто ya айтып olamayım o laflarımı. Öyle bir просто, anlaysınız, bir gönlüm öyle tepeye, koklere koterilir. Janıysa, oynamaya isteyeyim, bana şunca, bana ne de cemaatten beraber yapmaya isteyeyim, şenlene isteyeyim.